Вот такое изображение будет, да? Уже все, можно начинать? Добрый день, уважаемые абитуриенты. Сегодня мы проводим для вас консультацию для поступающих в магистерскую программу «Экономика социальной сферы». Эту консультацию буду вести я, руководитель данной программы, доктор экономических наук, профессор Лутфулин Юнир Рифович. Давайте приступим. Несколько слов в начале консультации о самой программе. Надо сказать, что она запущена с прошлого года. Первый курс у нас уже благополучно отучился. В этом году второй год приема на данное направление экономика социальной сферы. Но несмотря на это, сама программа магистерская имеет давнюю историю, поскольку вместе с экспертами, которые проверяли эту программу, мы ее за основу взяли уже многолетнюю работу в данном направлении, которая была проведена в Институте экономики Уральского государственного университета физической культуры, где как раз и была одноименная кафедра экономика социальной сферы. Поэтому эта программа адаптированная. Ну и, собственно говоря, несколько слов о ней для тех, кто не так много информации имеет. Пожалуйста. Ну, надо начать с того, что данная программа, она готовит в первую очередь согласно своего шифра 440404 педагогов для преподавания экономических дисциплин, и в том числе и в первую очередь для социальной сферы. И также готовит работников для этих учреждений, организаций социальной сферы различного уровня. Поэтому таких программ не так много. В регионе она вообще одна. На тот период, который я упоминал про Челябинскую область, также только одна действовала. Спектр довольно большой. В общем-то, она позволяет вести подготовку кадров, как я уже говорил, для преподавания в учебных заведениях и для работы в органах государственной власти, в муниципалитетах, на предприятиях государственного и частного сектора. Я уже упомянул о том, что это второй год. У нас форма обучения очная, срок обучения 2 года. У нас только бюджетные места, нет заочного, соответственно, приема. Студенты, которые обучаются, нуждающиеся, получают общежитие, они получают стипендию. Ну и те, кто обучается на хорошо, отлично, соответственно, они претендуют на повышенную государственную стипендию. Ну и, собственно говоря, давайте приступим к непосредственно сегодняшнему вопросу по консультированию, по подготовке к этому экзамену. В прошлом году это был реферат и непосредственно сдача экзаменов по билетам. В этом году мы в связи с сложившимися условиями проводим уже тестирование. Еще пару слов скажу о кадровом составе. Это высококвалифицированные подготовленные кадры, которые проводят обучение. Здесь вот некоторые представлены на слайде. Это кандидаты и доктора наук. Поэтому уровень подготовки как теоретически, так и практически, многие из них работали в этих учреждениях социальной сферы, он довольно высок. В этом году у нас 16 бюджетных мест. Ну и что касается непосредственно сегодняшнего и, самое главное, завтрашнего дня. Надо сказать первое. На сегодняшний день вы имеете возможность у каждого в личном кабинете посмотреть, указан там комплексный экзамен. Если у кого-то в перечне экзаменов, допустим, подавали на разные специальности, не указано, то надо будет написать на официальный сайт bspu.ru. Там есть, так выделено, значит, задать вопрос и написать туда. Или вторая возможность — это в приемную комиссию на электронную почту. Потому что вы должны получить на свою почту, каждый из вас, логин и пароль.
хочу обратить ваше внимание, что это не те логины и пароли, которые вы сейчас работаете в личном кабинете. Это непосредственно для сдачи экзамена. Поэтому, если кто-то сегодня еще не получил и завтра до 10 часов еще есть возможность. Но лучше, конечно, вопрос решить сегодня. Завтра доступ к экзамену, как вы видите, открыт с 10 до 15 часов. Последнее время регистрации назначено в системе 14 часов. Дается на сдачу стандартно 60 минут. Поэтому, если вы не успеваете, то система автоматически отключается. Пересдачи, как вы видите, не предусмотрены. Так, секундочку. Ага. При подготовке программы вступительного испытания по магистратуре экономико-социальной сферы было уделено внимание 3 основным разделам. Их вы видите на данном слайде. Это экономика, общие вопросы. Тот, кто проходил, имеет обучение и имеет степень бакалавра, магистра, если, допустим, уже обучался, или специалитет когда-то, потому что поступают и те, кто только закончил, допустим, и те, кто уже давно обучался и работает, уровень разной подготовки. Вполне достаточно курса экономической теории или хотя бы основ экономики. Второй раздел — экономика предприятия. Может встречаться как экономика хозяйственных субъектов, экономика фирмы. И третий — это специфичный раздел, это раздел, посвященный экономике социальной сферы. Вот эти 3 раздела мы вкратце сейчас с вами и посмотрим. Прежде чем приступить к рассмотрению данных разделов, скажу, что в разное время были подготовлены учебные пособия. Вот здесь представлены 2 из них. Одно из них было подготовлено в таком кратком варианте, как бы вопрос-ответы, так и называется, экономика вопрос-ответ, еще в 2013 году на базе Башкирского государственного педагогического университета. В 2020 году было издано еще одно пособие с этими же авторами, как вы видите. До сегодняшней консультации абитуриенты через приемную комиссию задавали вопрос, где можно взять эти учебные пособия. Ну, в конце, последний слайд презентации, там есть и телефоны, там есть и почта. Присылайте, прямо задавайте вопрос, вышлите, пожалуйста, потому что в интернете нет этих учебных пособий. В основном это сдается в библиотеку вуза. И еще скажу, что еще одно пособие вышло. Авторы Бенин, это как раз заведующий кафедрой культурологии и социально-экономических дисциплин, на которой происходит обучение магистров экономико-социальной сферы, Лутфуллин Юний Рифович и Попова Анастасия Александровна. Это как раз-таки представитель, преподаватель, кандидат педагогических наук города Челябинска. Также называется пособие экономики социальной сферы. Издано в этом году в Москве. Довольно объемный. То есть материал, в принципе, новый, современный. Для того, чтобы вы успели в оставшееся время подготовиться, имеется. Да, вот как раз-таки тут есть некоторые обложки, чтобы показать, что они себя представляют. Так что можно прислать, скажем, запрос, и мы вышлем вам в PDF-формате эти пособия. Что конкретно по каждому разделу? Ну вот экономика, общие вопросы. Значит, начнем с того, что вы, когда будете сдавать завтра, у вас, еще раз повторюсь, 60 минут на каждого выделяется. Соответственно, будет 30 вопросов. Поэтому какие вопросы из какого раздела попадают, это уже подготавливает система. Каждый получает, абитуриент, сдающий экзамен, свой вариант. То есть это все технически делается. Ну и, соответственно, по прошествию часа вы, соответственно, сдаете, отправив эти вопросы на проверку. Вот прежде чем, опять же, приступить к рассмотрению вопросов по разделам, хочу ваше внимание обратить на то, что если в процессе вы же смотрите вопросы, и на них имеются варианты ответов, из этих 4 или 5, но в основном 4 варианта, один только, не 2, не 3, один надо взять, выбрать. Если какие-то вопросы, скажем так, не совсем знакомы, что-то подзабыли, и вы хотите к ним вернуться, вернуться к ним можно.
Вот. Только нельзя, соответственно, нажимать, там будет у вас в конце кнопка «Завершить тестирование». Иначе все то, что вы в процессе часа или меньше, это будет считаться вашим уже окончательным ответом. Поэтому внимательно смотрите, прежде чем завершить работу. Ну и, в общем-то, на 30 минут, на 30 вопросов 60 минут, я думаю, вполне достаточно. Итак, раздел «Экономика. Общие вопросы». Кто-то проходил как экономика дисциплину, вот, кто-то как курс экономической теории, у кого-то были основы экономики, у всех подготовка, естественно, разная. Но вот такой вопрос. Это реальный вопрос, он имеется. Какие вопросы решает экономическая система? Ну и вот, соответственно, здесь 5 вариантов ответов. И вы видите, что сразу выделена триада, так называемая, вопросов. Поскольку любой хозяйствующий субъект, предприниматель отдельно или предприятие решает вопросы в экономике, что производить, как и для кого. Не спешите при подготовке ответов на вопросы. Вспоминайте, что экономика – это ведение домашнего хозяйства, а любое домашнее хозяйство, как индивидуально для человека, предпринимателя, руководителя фирмы, как раз таки семья экономической системы. Это что делать, что производить, какую продукцию, какие услуги оказывать, как это делать, соответственно, и кто будет потребителем данных услуг или данной продукции. Вот здесь, допустим, показано, что, как, для кого, какие вопросы решает экономическая система. Что необходимо или на что обратить внимание при подготовке по данному разделу? Ну вот выделил несколько я здесь направлений, параграф, скажем так, постоянные переменные издержки, экстенсивные, интенсивные факторы и так далее. Ну вот вкратце пройдемся. Такой краткий ликбез того, что что-то у кого-то подзабылось или, может быть, не в том объеме изучали. Хотя это, конечно, есть в любом курсе экономики. Постоянные, вы знаете, где-то написано расходы, где-то издержки. В литературе одно время, несколько десятилетий назад это разделялось, потом стали соединять, писать в скобках расходы и издержки. Поэтому на это не стоит особо обращать внимание, хотя разница есть. Здесь в данных вопросах на ответ не влияет. Чем отличаются постоянные, чем отличаются переменные? Постоянные — это те, которые не зависят от объема производимой продукции или оказания услуг. Как то плата за аренду, допустим, помещения у вас арендованные, или плата банковского кредита за полученный кредит, или оплата за используемое оборудование, которое вы используете, значит, взятое по лизингу и так далее. Переменные, соответственно, издержки, они относятся к тем, которые зависят от объема производства. Увеличить объем, увеличиваются затраты электроэнергии, возможно, вы привлекаете большее количество людей для выпуска продукции, соответственно, уровень оплаты труда и так далее, и так далее. Вот этот как раз момент связан со вторым, неким таким подразделом, который я выделил: экстенсивный и интенсивный фактор производства. Экстенсивные, как вы помните из курса экономики, основ экономики, те факторы, которые мы используем с учетом увеличения, для увеличения объемов производства, допустим, с увеличением численности работников, с увеличением производственных мощностей, скажем, было 15 станков, закупили еще 5, с увеличением количества работников или увеличением работы на этих станках. Вместо одной смены там вторая смена приходит, работает дополнительно вместо одной-две и так далее, и так далее. То есть экстенсивный фактор производства — это увеличение объемов производства производимых услуг за счет привлеченных каких-то дополнительных ресурсов. Интенсивные же факторы производства — это когда вы не привлекаете, не тратите дополнительные свои какие-то средства для привлечения этих ресурсов, а направляете имеющиеся резервы на повышение производительности труда, сокращение рабочего времени на единицу продукции, увеличение норм выработки и так далее, и так далее. Ну вот, собственно, третий вопрос и связан: факторы экономического роста. Да? Вообще, если говорить об экономике в целом, мы знаем, что основные факторы — земля, труд, капитал, все помнят из курса экономической теории. На сегодняшний день
большое количество литературы, которая уже к этим основным факторам дополнительно, как, скажем так, вторая часть, это так называемые мягкие. То есть земля, труд, капитал — это твердые факторы или овеществленные, которые можно потрогать, что называется. Вот. И есть мягкие. Это в первую очередь информация. Мы отслеживаем, что производить, как, для кого. Да? Второе — это уровень доверия к этой информации. Допустим, вам говорят, вот неплохо сейчас вложиться во фьючерсы, в такие-то акции и так далее, будет прибыль или там, значит, какой-то дополнительный рост. Ну, а третий элемент — это культура. В данном случае культура — это уровень развития чего бы то ни было, по словарю Ожегова. Ну вот, если земля, труд, капитал — это твердые факторы, то информация, доверие, культура — это мягкие. Для понимания и для быстрого запоминания твердые факторы — это, если применительно к компьютерной технике, hardware, то есть, образно говоря, железо, а информация, доверие и культура — это софт. То есть это программное обеспечение, которое позволяет вам, используя свои ресурсы, создавать блага, которые потом при реализации приносят вам прибыль. Ну и вот следующий тоже, который я выделил, это инфляция, налоги, прибыль, собственность. То есть надо иметь понимание, что это такое. Вы производите продукцию, вы ее реализуете, получаете выручку или совокупный доход со всех направлений. Соответственно, из этой выручки вы отнимаете расходы, получаете прибыль или валовую прибыль. Из валовой прибыли вы платите налоги, получается, значит, результативная уже чистая прибыль, которая находится в собственности предприятия, оно имеет право им распоряжаться. Поэтому вот эти определения, их не так много, скажу, в разделе, надо знать, поэтому необходимо, конечно, желательно повторить их, вот, которые имеются. Вот, собственно говоря, по первому разделу экономика, общие вопросы, я думаю, достаточно. Следующий раздел — экономика предприятия. Вы видите, здесь указаны основные оборотные фонды, вопросы, касающиеся финансов предприятий, миссии. Но вот я начну с последнего. Ну, а здесь нет как бы по рейтингу или по счету, просто написано. Классификация организационно-правовых форм хозяйств субъекта, то есть фирм, предприятий. Тоже не так много вопросов, буквально несколько, но чтобы это не было для вас как бы некой неожиданностью. Что такое, допустим, консорциум или агломерат, вот, или синдикат. Вспомните, начиная с 1994 года в Гражданском кодексе была представлена тогда еще впервые классификация организационных правовых форм. И как бы схематично себе мысленно рисуйте или сразу откроете перед собой какое-то учебное пособие. Там сразу две группы. Это с образованием юридического лица и без образования юридического лица. Без образования на тот период, я не зря сказал 1994 год, это в первую очередь были крестьянские фермерские хозяйства, это были индивидуально частные предприятия, это были так называемые пресловутые 6 соток садово-огороднические участки и некоторые иные формы предпринимательской деятельности, которые сейчас называются как самозанятые. С образованием юридического лица тоже делится на две группы. Есть коммерческие и некоммерческие. Вы их тоже прекрасно, хорошо знаете, потому что каждый человек в своей жизни так или иначе с этим сталкивался, поскольку использует продукцию этих предприятий. Ну, допустим, кооператив. Производственный кооператив – это коммерческое предприятие. И вы знаете, что, опять же, в Гражданском кодексе указано о том, что целью предприятий, хозяйственных субъектов является получение коммерческой выгоды, то есть прибыли. Вот как раз-таки об этом надо сказать, поскольку есть, допустим, производственный кооператив, а есть потребительский. Вот потребительский уже относится к некоммерческим организациям. Ну, давайте еще коммерческим вспоминаем. Это акционерные общества. В свое время они были закрытые, открытые, сейчас публичные. То есть время вносит свои коррективы. Это товарищество, полное товарищество, ТНВ, сокращенно помните, на вере. Это общество, ООО, общество ограниченной ответственности и другие формы. Некоммерческие организации, вышеуказанные, уже
потребительский кооператив, различные формы ассоциаций, союзов и других объединений, как правило, предпринимателей для решения общих вопросов. Ну, опять же, для напоминания, этого вопроса нет, но чтобы было понимание, могут ли некоммерческие организации заниматься коммерческой деятельностью? Могут, если отражено в уставе этого предприятия. Но вот почему начал с последнего, сразу перехожу к первому. Почему? Миссия предприятия. Поскольку раздел экономика предприятия, мы уже сказали о том, что это основная задача, значит, получения денежных средств через производство продукции или оказание каких-то услуг. Для экономики социальной сферы, это будет третий раздел, миссии предприятия или фирмы не обязательно зарабатывать, и как в первую очередь не зарабатывать деньги, потому что, как правило, это оказание услуг населению, и они в основном бюджетные, хотя есть и коммерческие. Есть некоммерческие организации, об этом тоже поговорим. Ну вот в этом разделе что? То есть на миссию предприятия надо ответить в части того, что для чего данное предприятие создается. То есть не просто стратегическая цель на сегодняшний момент, не только тактические задачи, а вообще на период, скажем так, долгосрочный. Основные оборотные фонды. Что здесь вкратце? Любое предприятие имеет основные и использует оборотные фонды. К основным относятся здания, сооружения, машины, оборудование, транспортные средства, для сельского хозяйства рабочий продуктивный скот, для, опять же, определенной части организации социальной сферы, как то санаторно-курортное лечение, это могут быть питьевые бюветы, фонтанчики вот эти с питьевой водой, это могут быть беседки, статуи, то, что все, скажем так, облагораживает территорию, где люди отдыхают, вот, поэтому там есть своя специфика. Оборотные, они используются в какой-то период, если основные в долгосрочный период, и переносят свою первоначальную стоимость, потихонечку переходим уже к следующему вопросу, по частям, и восстанавливаются через процесс амортизации, то оборотные, они используются в процессе одного производственного цикла, как то, допустим, горюче-смазочные материалы, у вас какая-то транспортная фирма, которая обслуживает, ну, пускай будет туристов, и, соответственно, совершает поездки. И вы эти горюче-смазочные материалы постоянно списываете, потому что они тут же расходуются. Ну, самый простой пример, то, что относится к малоценным, быстро изнашиваемым предметам, это вся канцелярка. Она моментально сразу списывается, вот, потому что она тут же расходуется. Восстановительная остаточная стоимость. Почему об этом говорим? Не все предприятия на сегодняшний день имеют возможность, да и раньше, собственно говоря, приобрести оборудование новое. Поэтому, как правило, используют какое-то бывшее употребление, потом потихонечку, соответственно, его используя, накапливают средства. Есть те, которые купили напрямую с завода изготовителя, есть, которые использовали и при покупке нового оборудования сами хотим продать, это касается уже остаточной стоимости, вот, и у них уже другие новые предприниматели закупают. Есть восстановительная стоимость, это касается, допустим, когда вы провели апгрейд, восстановление, капитальный ремонт, в зависимости от того, чего это касается. Поэтому на это тоже необходимо обратить внимание, чтобы не забыли, не запутались в этих определениях. Ну и вот еще один момент, касающийся в этом разделе. Я не стал много здесь выставлять, потому что вопросов не так много. Вот, в целом. Инвестиции, финансы предприятий. Надо знать, конечно, основные определения, что есть финансы, что есть инвестиции, что вообще включается в инвестирование предприятия самого себя или, допустим, со стороны государства. Ну, допустим, как направление государственно-частное партнерство. Вот это касается вкратце второго раздела «Экономика предприятий». Или кто изучал экономику фирмы, экономику хозяйств субъектов, могут по-разному называться модули в курсе экономики. Третий раздел. Здесь немножко более, скажем, специфично, даже специально мы выделили, что есть предмет экономики социальной сферы, социальная сфера как таковая, то есть надо начать с определения социальные услуги, социальное управление и социальная система. Поэтому здесь при рассмотрении данного раздела я подготовил несколько таких схем. Ну, допустим, социальная инфраструктура, чтобы было понятно, о чем идет речь. Данный рисунок называется «Характеристика подсистем социальной инфраструктуры». Что туда входит? Материальная
бытовая подсистема, социально-оздоровительная, общеобразовательная, коммуникационная и социально-экономическая. Ну, если вкратце, то есть материально, это все, что обеспечивает жилище людей, жилищно-коммунальное хозяйство, бытовое обслуживание, торговля, общественное питание. Это не значит, что торговля входит в социальную инфраструктуру. Нет, имеется в виду подсистемы, с которыми люди постоянно связаны. Социальное, допустим, оздоровительное, все, что касается физической культуры, спорта, туризма, здравоохранения, санаторно-курортного лечения сюда же, вот эти все детские оздоровительные лагеря, туристические, подростковые и так далее. Образование. Все, что касается непосредственно всех учреждений различного уровня среднего, высшего образования, дошкольные, школьные, все, что касается культуры, искусства. Это не просто кинотеатры, галереи, выставки, а вся система, которая это обслуживает. И коммуникационные. Все виды транспорта, связи. На сегодняшний день, конечно, это все связано с дистанционными вот этими возможностями, интернет и так далее. Ну и банковская. Банковская, дальше страховая, здесь вот указано и так далее. Опять же, консультационные различные юридические услуги. Все, что обеспечивает жизнь людей в разных спектрах. Ну вот для чего это делается? На следующем рисунке показаны области действия социальных норм и нормативов. Поясню, что это такое. Вообще все отталкивается, экономика социальной сферы, от демографии, то есть от количества людей, проживающих на той или иной территории с учетом происходящих изменений. Поэтому вот здесь три таких блока, включающие воспроизводство рабочей силы и вообще как такового активного населения. Это естественный прирост, развитие, совершенствование его способности к труду, как и физическое, соответственно, укрепление здоровья, система образования, и которая в последующем дает возможность рост материального благосостояния, культурного уровня. Опять же, это распределение рабочей силы по отраслям народного хозяйства на территории, размещение работников. Ну, опять же, с курса экономической теории вы помните о, допустим, структурной безработице. Что это такое? Структурная, когда в какой-то сфере количество специалистов превышает количество вакансий. Да? Вот. Есть циклическая безработица. Ну, как пример, слово безработица не должно здесь пугать. Студент отучился, выпускник, соответственно, получил диплом и какой-то период ищет возможность там, устроиться, трудоустроиться куда-то. Вот этот период и будет входить в циклический, то есть период, когда, скажем, он в определенном поиске. Ну и, соответственно, использование. Труд вообще людей используется в процессе создания различных благ. Это есть обеспечение занятости трудоспособного населения. Соответственно, необходимо, чтобы повышалась и эффективность, и качество труда, поэтому необходимо создавать условия различные, социологические, экологические и иные, как работникам, так и членам их семей, вот, через профсоюзные организации и так далее. Следующая значит, схема, рисунок, связь понятий, вот, которые были выделены раньше: социальная сфера, социальное управление, сфера услуг. Скажу, что все эти схемы, они есть в учебных пособиях, прямо взяты оттуда для того, чтобы могли пользоваться. И вот как бы здесь на примере показано, что относится к социальной сфере. Вот начиная с производства товаров народного потребления и так далее. Что относится к непроизводственной сфере, мы видим, начиная с жилищно-коммунального хозяйства, организационного отдыха, туризма и далее, общественной организации, кредитования, страхования. Что относится непосредственно к сфере обслуживания, от торговли и, опять же, организационного отдыха, туризм. И внутри этого сфера услуг. Сфера услуг. Ну вот опять ссылку делаем на экономику изначально. Вы знаете, что товар отличается от услуги, да? Вспоминайте несохраняемость, неосязаемость, привязка к производителю услуг. То есть вы приходите в парикмахерскую, и парикмахер вам оказывает данную услугу.
и неосязаемость, допустим, вы не можете потрогать впечатление от живописного вида, находящегося где-то в ландшафтной зоне, там вам понравился это водопад или гор или что-то еще. Несохраняемость, вы не можете прийти в кинотеатр и попросить, давайте еще раз покажите нам сначала, мы опоздали там, или на какой-то матч и так далее. Вот эти, посмотрите, схемы, они простые, наглядные и довольно легко позволят вам довольно легко сориентироваться в материалах. Определение, конечно, все в учебных пособиях есть. Ну и вот как бы завершая такой небольшой сегодня консультационная, значит, с вами встречу. Еще раз хочу сказать, что данную программу у нас обеспечивает второй год уже кафедра культурологии и социально-экономических дисциплин. Руководителем данной программы являюсь я. Здесь у нас указаны почта, все, соответственно, контакты. Можно выходить, спрашивать. Но лучше, я думаю, чтобы не было потока звонков, там писать. Мы автоматически сразу в оперативном режиме будем вам отвечать на вопросы, которые у вас имеются. Это aen-ufa@mail.ru, Академия энциклопедических наук, которую в свое время я возглавлял, и она активно принимала участие в развитии экономики, социальной сферы, значит, по Республике Башкортостан. Ну, у меня, собственно говоря, на этом все. Спасибо за внимание. Ждем к нам.